Доброе утро всем, кто встречает этот день вместе с национальной телерадиокомпанией, а это утро вместе с нами встречает член Союза писателей Республики Ингушетия и России Мака Наурузова. Доброе утро. Доброе утро. Мака, мы все знаем о вас как уже человека, который пропагандирует ингушский язык, придумывает всякие проекты. А вот скоро декада ингушского языка. Что готовится? Мы знаем, что декада ингушского языка – это большой праздник именно для тех, для единомышленников, именно в цели сохранения ингушского языка, для тех, кто хочет сохранить, развить и популяризировать ингушский язык. Поэтому встречать декаду ингушского языка с таким размахом, да, с полной подготовкой – это основная задача всех лингвистов, кто болеет за сохранение ингушского языка. И мне хочется, чтобы эта декада, она не ограничивалась активными действиями, да, в течение 10 дней, а дальше продолжалась и проявлялась в дальнейших проектах, планах известных наших писателей, лингвистов, общественников, патриотов. Поэтому очень хочется, чтобы работа, которая направлена на сохранение языка, не выходила вот за рамки этих 10 дней. Мы не вспоминали о том, что у нас есть ингушский язык не в эти 10 дней, а в остальные дни тоже. Наша деятельность, она направлена на сохранение ингушского языка, на дальнейшее развитие. Мы стараемся каждый проект, который связан с молодежью, направить этот проект на сохранение языка и является главным вектором нашей деятельности. И на сегодня у нас несколько проектов, и каждый проект является определенным механизмом в реализации этой цели. Одна из работ – это проект «Галат». Мы все, что делаем в рамках этого проекта. Это выезды, флешмобы, помимо съемок. И вот если я недавно представляла это в ограниченном формате, да, просто как ролики, то на этот раз это выезды в школы, мастер-классы. То есть это живые мастер-классы, где могут принять участие все желающие без подготовки, экспромтом, проверить себя на знание грамматики ингушского языка. И многие так показывают себя. Есть те, кто хорошо знает ингушский на сегодняшний день. Какая ситуация? Совершали выезды в разные школы, и помимо еще в культурное учреждение, это ДК. Вот последнее, где мы были, это ДК сельского поселения Нашки. Очень удивили жители села, насколько, с каким они энтузиазмом отнеслись к этому заданию, с какой активностью они выполняли работу. Это все нас удивило. И судя по тому, мы можем твердо вывести утверждение, что люди неравнодушны к сохранению языка, и для них на самом деле на первом месте находится ингушский язык. Мы были под впечатлением, очень приятно было получать ответы на те вопросы, которые являются самыми проблемными, да, для носителей ингушского языка. И было приятно, что есть люди, которые могут найти ответ на этот вопрос. Вновь возвращаясь к декаде ингушского языка, это очень здорово, что мы все понимаем, что недостаточно 10 дней уделить этому внимание, а потом как-то забыть, да? Но есть еще и конкурс чтецов, который пройдет. Да, декада этого года, она немного отличается от декады прошлого года. Каждый филолог заранее, уже за 10 дней до начала декады, уже готовит свой план. И у нас тоже есть свой план, и мне приятно, что меня еще задействовали в один проект, организованный парламентом нашей республики по инициативе заместителя председателя парламента Парова Руслана. Он выдвинул эту инициативу провести конкурс чтецов по роману эпопею Галгай Исака Дзоева, это автор Исака Дзоева, и провести этот конкурс сначала среди студентов колледжа, потом уже среди категории школьников, дальше уже среди любителей ингушского языка мы продолжим этот конкурс. Но начался он среди студентов колледжа. Мы уже оформили заявочную кампанию, заявочная кампания начала свою работу, и на почту колледжа уже приходят
письма, ну, и списки тех, кто хочет принять участие в проекте. Для чего нужен этот конкурс и почему я сказала, что заявочная кампания действует на базе колледжа. К нам обратился Парва Руслан, вот, уже поделился идеей. Я, конечно, получила удовольствие вообще от того, что есть еще такие носители, которые ищут новые методы общения с этой аудиторией, с молодежной. И было предложено вот провести этот конкурс уже на базе колледжа «Сервис события». И поэтому вот и заявочная кампания, и основной этап конкурса будет проходить вот на базе этого колледжа. Студенты, ну, мы разослали, уже рассылка есть, то есть письма, приглашения. Также на просторах интернета уже разослали объявления. И, в общем, заявочная кампания работает в должном формате. Мы ждем участников. Вот хочется выразить благодарность Парву Руслану за эту идею. Мы знаем, что Исаак Адзоев один из авторов читаемых, хотя многие говорят, что его подача ингушского языка, да, не всем понятно, да, тяжеловато, да, там очень много произведений богато. Произведение богато чем, и тут даже есть вот этот фонетический, свойственный ему только фонетический подход, он тоже не всем понятен. Ну, нужно учесть, что даже если он что-то преподносит, да, в новом стандарте, в новом формате, он это берет не от себя, а на самом деле копается очень глубоко в истоках ингушского языка и не приводит новое, а возрождает то, что было утеряно нами. Поэтому нельзя там судить о книге по каким-то фонетическим стандартам. Неприятно, что задействован именно этот роман «Галгаев», где роман передает вот судьбы наших ингушских героев, исторические события отражает, и роман является еще духовным ориентиром. И мне кажется, для молодежи это самое подходящее. Да и мне кажется, много будет желающих, потому что я на своем примере знаю, очень многие примкнули к поэзии, потому что я сама этим увлекаюсь, и мне очень много людей пишут, что вот они тоже хотят, они не воспринимали, допустим, какое-то стихотворение, сейчас они смотрят на это по-другому. И это очень здорово, а тут еще и вдвойне приятно на ингушском языке. Я вам желаю успехов, может быть, и я тоже примкну. Спасибо вам, нам приятно и за вашим творчеством следить. Вы правильно подчеркнули, то у каждого свое видение, мировоззрение, да, и перед каждым любое произведение открывается в своем формате, то есть индивидуально, и восприятие тоже индивидуально, поэтому нам хочется на основном этапе, где мы будем слушать наших участников, а задание заключается именно в пересказе отрывка из романа в красивом и выразительном чтении. Если студенты у нас найдут подход к этому произведению, да, пропустят через себя вот именно вот это самое главное, проницательность, насколько они внимательно, да, и проникновенно отнесутся к этому произведению, вот от этого зависит, как они справятся с заданием нашего конкурса. И вот хочется увидеть произведение их глазами, слушать тоже. То есть каждый участник должен брать оттуда какие-то фрагменты и выучить это и рассказать красиво. Да, нужно учесть, как мы подчеркнули, в одном фрагменте очень много незнакомых слов, да, для современного ингушского языка, поэтому придется провести еще и не только литературный анализ, плюс еще лингвистический. Нам очень будет приятно, если найдется там человек из молодежи, да, которая свободно будет владеть этим языком и плюс при этом будет проводить этот литературный анализ, доказывая, что он не просто бегал, да, глазами по этой книге, а читал, вникая в каждую. Исаак Адзоев в курсе? Да, это вот Исаак Адзоев, он поддержал, конечно, эту идею, но идея была Парва Руслана, и ему хочется тоже, мне кажется, это будет большим подарком для него, радостным событием. А таких авторов надо чтить, надо уважать и, да, дальше популяризировать, потому что 7 книг
То есть один роман состоит из 7 книг. Он же это писал новому поколению, да, чтобы дальше эта книга оставалась живой. Да. Ну что ж, а про проект «Галат» хочется сейчас поговорить. Мы наслышаны все и так на ура восприняли его, и особенно молодежь. А сейчас на каком вы этапе? Вот «Галат» мы снимаем дальше. У нас, я тогда говорила больше 25 роликов, да, мы сегодня снимаем, но вот у нас аудитория 12 тысяч подписчиков в Инстаграм, и каждый раз мне пишут, когда мы задерживаем ролик, почему это вот такой долгий интервал между каждым роликом. Просто каждый студент занят своей учебой, и я, например, занята работой, и приходится нам брать время, да, временной отрезок, где свободны все. А также вот есть техническая сторона, которую, ну, вот мы это все снимаем на телефон. Сейчас у нас появились штативы, да, микрофоны, и тогда вот я отмечала, что нам помогает директор колледжа именно в реализации технических целей. И сегодня мы не собираемся останавливаться. Мы еще раз отмечаю, что мы подготовили еще целый, там 10 видеороликов там точно будет, новых роликов, и с новой ведущей мы отбираем. Но вот для нас не является основным это знание ингушского языка. Этот человек может прийти, не зная ингушский язык, но при этом с желанием познать какие-то азы ингушского языка. И мы берем именно тех, кто горит энтузиазмом, то есть горит желанием, именно вот желание и любовь к языку. Вот. Именно человек, который приобретает любовь к языку, он и нам и нужен, и в качестве ведущих, и в качестве участника проекта. Ну что ж, вы уже взяли такую высокую планку, да, и собираетесь дальше покорять. Это очень радует. Вот недавно я наткнулась в социальных сетях о том, что готовится, вернее, будет сниматься ингушский фильм, и они ищут детей, которые говорят на ингушском языке, а именно мальчикам. Вот у меня тут сейчас многие жаловались в комментариях, и я начала реально это читать в силу своей работы. Многие жалуются, что мало остается детей, которые говорят чисто на ингушском языке, и с этим у них будет проблема. Вот вы, как детская писательница, что вы можете сказать? Есть у вас читатели? Вот есть детская аудитория, которая идеально читает на ингушском языке, даже излагается на ингушском языке. Вот если в нашем детстве, если была проблема именно с русским языком, то есть нас приобщали к русскому языку, нас заставляли читать книги на русском языке, потому что мы мыслили только на ингушском. А сейчас это наоборот, система поменялась, сейчас дети мыслят на русском языке, им трудно выразить эту мысль на ингушском. Исправлять ситуацию надо все-таки, как бы преподаватель в школе не старался, если база не заложена в доме, ну, и в родительском, если все это не идет от родителей, то трудно будет справляться с какими-то задачами в познании языка именно в школе. Поэтому мне кажется, дети, которые хорошо говорят на ингушском языке в школе, это дети, которые очень часто и постоянно говорят на ингушском языке дома. Чтобы побудить их к действию, нужно обратиться к ним на ингушском языке. А мы часто обращаемся к детям на русском языке, у них автоматом закладывается закладывается база русского языка и сигнальная база, поэтому они и мыслят на русском. Все идет из дома, получается. Да. Мне кажется, винить преподавателей, да, ингушского языка пока нельзя, потому что еще часы сократились, и как бы часы не сокращались, все-таки общение, разговорная речь, она должна быть на ингушском языке. Ну, тут с вами я согласна, да, и мне очень приятно, что вы прилагаете усилия для популяризации ингушского языка. Успехов вам, и делаете вы это на чистой энтузиазме, начинали, по крайней мере, и это очень радует. Спасибо вам, Мака, что пришли к нам в гости, и хорошего дня. Спасибо вам. А я напомню, что это утро с нами встречала член Союза писателей Республики Ингушетия и России Мака Наурузова. Мы продолжаем наш эфир, оставайтесь с нами.